А теперь, собственно, к содержательной части послания. Нехватка специалистов, оплата труда, развертывание фельдшерско-акушерских пунктов и другие вопросы. Эти темы сегодня актуальны для всех регионов страны, Якутия не исключение. Какие меры предложил российский лидер для решения этих проблем, выясняла Анастасия Кобызева. Проблемы с фельдшерско-акушерскими пунктами в стране так и не решены, заявил президент. Работу по развертыванию ФАПов необходимо завершить уже к концу этого года. По мнению Владимира Путина, смысл таких пунктов – не выдача справок и направлений, не спроваживание людей в райцентре, а реальная помощь гражданам. В нашем регионе проблема эта весьма актуальна, сказывается и отдаленность территорий, а в некоторых районах республики таких пунктов и вовсе никогда не было. 78% у нас износ наших зданий и помещений, практически все 60-х годов. Поэтому мы в течение третьего года в этот раз будем строить эти объекты. В прошлом году, в частности, мы ввели в эксплуатацию 8, из них 4, которые в тех населенных пунктах, где не было никогда медицинской помощи. 12 ФАПов планирует построить в этом году в Якутии. Общероссийский народный фронт возьмет под контроль ход оснащения, строительства и ремонта таких пунктов. Глава регионального исполкома ОНФ в Якутии Валерий Лютый рассказал нашему телеканалу, какими в идеале должны быть эти объекты. Оборудование было необходимое, и качество строений отвечало требованиям. Иногда у нас, к сожалению, встречается так, что освоили, вовремя отчитались, а жить там невозможно, а лечить там нельзя и так далее. Также Владимир Путин поставил задачу изменить условия подготовки в медицинских вузах. 70% бюджетных мест по специальности лечебное дело и 75% по направлению педиатрия должны быть целевыми. То есть вузы будут обязаны подготовить терапевтов, педиатров, направленных на учебу по заявкам регионов. А регионы, в свою очередь, должны гарантировать выпускникам рабочее место. Что касается ординатуры, предлагаю по самым дефицитным направлениям установить почти 100% целевое обучение. Причем при поступлении преимущество будут иметь врачи со стажем работы в первичном звене, особенно на селе. Естественно, что целевое обучение надо предусмотреть и для федеральных медицинских центров. На развитие первичного звена здравоохранения в этом году дополнительно выделят 550 миллиардов рублей. Предстоит отремонтировать и оборудовать новой техникой поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи во всех регионах страны. Как заявил сам глава государства, в этом вопросе главное не цифры и показатели, а реальная помощь. Анастасия Кобызева, Георгий Григорьев, Якутск.